Всем привет, друзья! Сегодня у нас спонтанная, вообще неожиданная рыбалка. Вон. Так, не столько рыбалки. Иван Григорьевич подъехал. Время уже у нас 2 часа 10 минут 3. И мы просто созвонились сегодня. Я говорю: Иван, у меня случайно пауэрбанка с лентой нет у тебя дома там в рюкзаке? Что-то я не мог найти. Собрался на дальнюю рыбалку на 3-4 дня. Собираюсь и не могу найти. Иван говорит: нет у меня. Я говорю: ну что тогда делать-то? Иван так просто: ну давай скатаемся. Ну, не просто же кататься за пауэрбанком. Взяли, собрались на одну ночь, скатаемся, порыбачим. Так что вот такая спонтанная, не вот собранная. Мне друзей прислали. О, друзья? Да, прислали друзей. Ты с ними, наверное, уже не 1 литр выпил, да? Нет? Или они не пьют? Ну да, пробка уже резьбу сорвала. Нет, с ними пил? С ними, конечно, вместе, они на столе у меня. Вот, а сейчас, пока 2 минуты я сейчас расскажу. Сейчас хочу показать Печору в нашем течении. Вот какая она стала мелкая. Это плюс то, что сейчас она немного прибыла уже. Вон, все в песках. Если помните, а здесь вот ставил продольники. Вот. Вернее, вот здесь, вот где сейчас вот этот песок на границе, у меня стояли продольники. Вот насколько упало. Это при том еще, что сейчас это вода прибыла. Вода прибыла, была еще мельче. Так что сейчас мы быстренько перетариваемся с одной машины на другую. Оставляем машину Ивана здесь. Ну а сами на полных парах едем на речку, едем на рыбалочку. Просто на денечек, на одну ночь. Пока приедем, будет уже вечер, будет ночь. Отдохнем и завтра порыбачим и обратно. До встречи на реке. Ну вот, мы на реке. Загрузились, уложились. Время 18 минут 4. И пока есть интернет и пока есть связь, хочу прочитать, Иван Григорьевич, что тебе какие послания по всему миру посылают. России, со всей Украины. Да ты что? Да, сейчас. Сейчас ты всем, во-первых, скажешь, с какой конкретно ты области с Украины. Ты же говорил тогда, я забыл уже. Тебя спрашивают, откуда Иван Григорьевич, говорит, родом. GoPro, снимай видео. Снимает, да? Все. Так что рассказывай, с какой это области ты родом. А я пока все. Начну с 5-й части, нашей последней заключительной части. Поставим на паузу, чтобы не мешало нам. Все. Вопрос тебе, откуда родом, с какой именно области? Украина, Черновицкая область. Черновицкая. Чернигов это не то, да? Не то, Черновицкая. Черновицкая область. Да, Сокирянский район, село Кабалчин. Большое село, как Три-Троицка. Три-Троицка это... Приехал сюда в гости в 72 году. И вот гостюю. До сих пор. До сих пор все. Понятно. 72-й, это значит 48 лет, как и мне получается. Я родился, да. Ты приехал. Так, вот. И все так. Вот сейчас полетело быстро. Коротко зачитаем несколько комментариев, сильно утомлять не будет. Кому не интересно, можете перемотать, кому интересно, послушайте. Пишет Любовь Мельникова: ой, какое удовольствие получила от просмотра. Привет вам из Казахстана. Постоянно вас смотрю, спасибо за ваши интересные видео. Александр 69 Рус: Геннадий, отлично, вы молодцы, и котик белый будет рад. Иван Алфимов: Гена, вы с Иваном молодцы. И Тирлибе какой-то тоже. Спасибо за перевод. Так, на родину ехать. Серик Бимуханов: привет из Казахстана. Привет и тебе, Серик. Нюта Рушева или Рухова: задушевная рыбалка. Сергей Кокулин: привет. Серега, рыбалка, охота, Республика Коми: привет и тебе, скоро увидимся. Микола Боднарюк: привет, Ваня из Украины, с Черновцов. Вот, рядом Сокирянский район. Да. Сокирянский район. Да. Вот, я ему сказал, знаешь что, обязательно передам. Он пишет: мой земляк, приятно было увидеть. Я тоже рыбалкой болен. У нас на Днестровском водохранилище, Ваня в курсе. Да, я судака ловил. Микола Боднарюк. Вот, да, Боднарюк, знакомая фамилия, да, нет? Да, знакомая. Вот, Сергей Богданов.
комментарий оставил, молодцы. Петр Севцов, Якутска, привет из Якутска. Видишь, со всей России, со всех уголков. Турбо надув. Геннадий остановил на ноже, ставлю лайки, смакую дальше, духовный Заливацкий. Алексей Фетисов, здравствуйте, мужики, хороший улог. Привет, Гена, поем как можем, это Серега. Тоже вот смотрю с удовольствием, какой же богатый у вас стол, покушал с нами, видишь, ну, он говорит, покушал с вами, ну, с нами. Привет всей честной компании. Александр Мельников, очень хорошо посидели. Так, Валентин Межокских, это земляк наш с Коми, он на Вычегде. Земляки мои, Геннадий и Иван Григорьевич, замечательно отдыхайте с настроением позитивным, значит положительными эмоциями, здоровьем так держать. Сергей Лютаев, Геннадий Геннадьевич, спасибо, смотрю ваше видео, отдыхаю. Так, Леха, вот сезон охоты и рыбалки, свой канал у него тоже есть. Хороший, скоро уже открытие. Да, открытие состоялось, но мы ружья с собой не взяли, потому что ружья у меня в райцентре еще в сейфе лежат. Вот. Сергей Башко, это тоже земляк, только с Донбасса у тебя получается, Донбасса. Приветствую честную компанию. Иван Григорьевич про западных украинцев правду сказал. Так оно и есть. Не все такие, но большинство. Ты, наверное, говорил, когда приехал-то на такси, ты рассказывал, помнишь там? Пока по-украински не сказал. Так и не довезли. Да-да-да, я так думаю, он про это имел в виду. Львов же западная, да, Украина? Вот, и стишок тут это рассказал. Целый день мы у реки, летом жаркие деньки. Мы сегодня рыбаки, а ведерки окуньки. Окунь рыбахичная, все же симпатичная. Хоть горбатый полосат, но уха отличная. Да. Видишь, со стихом. Сергей Попов. Про щуку вообще чуть творогом не подавился. Чаем молодцы. Дмитрий Ряхин. Классные посиделки. Виктор Логинов. Классный видос. Жалгас Каиров. Молодцы. Лонне Фишер. Хорошо, когда есть друзья и общие интересы. Это очень отлично. Добрый вечер. Аккаунт такой. У меня бабушка раньше говорила, что щука печорского посола. Расскажите, что за посол такой? Я так понял, в честь реки Печоры назван. Да. Ну, можно, конечно, и так назвать. Может быть, Волжский. Ну, я им сказал просто чешую не убирать, кровь не убирать, да, соль рыбы, да, слой соли и в ледник. Да, и да. Сегодня, кстати, я с ледника всю рыбу убрал в морозильник. Снег растаял, лед был, пол ледника, осталось по центру немножко. И пока она не закисла, я ее в морозильник все пакеты убрал. Два, ну где-то около 2 ведер таких еще. Мне рыба на всю зиму мне этого хватит. Даже с Новой Зеландии вот комментарии пишут. Ну, классное видео, все такое. Рустам Гамиров. Вот такие дяди, как Иван Григорьевич, и строили Россию. Спасибо таким дядям. Рустам Гумиров тебе написал. Да, я вот. Тут много построил в Троицке. Вот. Больницы, нарсуд, и гостиницу. Ты в строительстве работал? Я первый кран пригонял в Троицк. Это до того, как ты на лесовозе работал? Да, до того. Я же в сельстрое работал. И вот это все мы строили. Я первый кран 10-тонник привозил, ну, пригонял с Иванова. Ага. В 75-м году. Понятно. Вон Тамара Гришкова. Ребята, какие вы молодцы. Красиво, достойно, интересно посидели. Пообедали на славу, послушали ваши байки. Гена, отличный ролик. Иван Григорьевич, молодец. Здоровья вам обоим, удачи, еще много красивых рыбалок. Ни хвоста, ни чешуи. Василий Марков. Молодцы, отличная рыбалка. Привет Ивану Григорьевичу. Ох, наверное, сколько рыболовных снастей под водой по всей Печоре. Море. Наших только сколько с тобой, да? Вот, Андрей Иванов комментарий оставил. Молодцы, хорошо отдохнули, хорошо половили рыбку. Татьяна Усанина. Байки класс. Надо вам сделать сериал про жизнь дяди Вани. Я ей ответил, что... Что же я ей ответил? Насчет сериала не знаю, но его байки мы еще ни разу слышим. Так что будем рассказывать про жизнь дяди Вани как коротко, но ясно, как говорится. Он... Юрий Мучика, это твой земляк тоже, потому что и, знаешь, как у нас коми-то, с точкой-то. Мучика или Мучичка. Юрий Мучичка, он. Гена, привет, хороший отдых, молодцы. Ивану привет из Украины, но он по-украински тут пишет. Юрий Мучичка, вот так что... Спасибо всем. Павел Осколков, это земляк у меня свежего Сыктывкара, через неделю отпуск, смотрю, разогреваю себя, кровь кипит, все четко. Павел это помогает мне, вот видеокамеры делал, он, ну, много чего он мне сделал, помог. Владимир Никитин, привет, отличная рыбалка, молодцы, всех благ. Рыбалка на Ангаре не только, хорошо отдохнули, молодцы. Рустам Гумиров, Руслан Шемякин, окуня дергает на хвосты окуневые. Ну мы пробовали, у нас что-то на окуневый хвост не взял. Руслан-то может... Так, у Руслана Шемякина у нас тоже свой канал есть, он на Печоре живет, тоже на нашей реке. Дмитрий Потапов, привет, очень интересное видео. Алексей Гад, просто лайки поставил.
Так, что у него? Артем Порывай. Тоже, наверное, украинец по-любому, украинская фамилия. Вальтер Конрад. Здравствуй, Генгенович, радуйте тебя, доброго здравия, дружище. Большой поклон дедушке Ивану. Спасибо. Кто дядей, кто дедушкой тебя? А что, ты уже дед ведь, да? Так, если уже Да, получается. 5 раз уже нет. Пятижды дед. Привет, Геннадий, у вас судак ловится, спрашивает Андрей Прокопьев. Судака у нас нет. Но Иван, наверное, ловил там, да? Ну, на Есть? Днестре. На Новоднестровской ГЭС. я Юрий ловил. Кулагин, дружище мой, с Уфы. Ваш дуэт не подражаем. Гена и Иван Григорьевич. Сколько позитива дают байки от ветерана рыбной ловли. Остается только сказать, эх, Леня, Леня, кто смотрел, тот поймет. То, что пропустил он все это. Да. А так как... О, Лонли, это Саня, дружище у меня с этого, с Ямала. Гена, привет, очень удачно, интересно получилось как ролики, так и результаты всей рыбалки. Я думаю, со мной согласятся единомышленники. Все равно комменты читают и те, кто смотрел. Ну, а Григорьевич все роль вошел. Посмелее стал на камеру выглядеть, не стесняясь. А к зиме уж готовитесь, мужской, это правильно. Готовься не летом, как говорится, а правильно ты приметил, что зимой надо вернуться и попробовать на ямах. На налимчика. Лайк, привет, семье. Места мы выбрали, я сказал, там мы зимой вернем. Александр Фомин, привет, мужики. Хорошо посидели, душевная у вас компания, палец вверх. Иван Григорьевич, отдельный привет с Чернигова. Приятно слышать родной язык на другом краю света. Александр Фомин, вот еще земляк с Чернигова теперь уже. Просто Паха, привет из Карелии, лайк. Александр Хозяина, это Сижмы, Саня, он выиграл термос, я разыгрывал термос, я запомнил. Привет, Гена и Григорий, шутки, прибаутки никогда не помешают на рыбалке. Отличное путешествие по Печоре, благополучно добраться до дому, до хаты. Это для Григорича. Я ему ответил, Иван Григорьевич уже до хаты доехал в тот раз, а сейчас он уже обратно едет ко мне, что у нас новая рыбарка. И как теперь видишь, Саня, мы уже едем по новой на рыбалку, правда? Саня Калиновский, он, приветствую, байки супер, чуть шоу не разошелся от смеха. Саня у нас в больнице в Сыктывкаре, дай бог тебе здоровья, побыстрее выздоравливай, ждем тебя. Я ему ответил, что вместо с Иваном строим планы, ты по-любому в теме. Что втроем мы опять еще съездим, так что, Санек, выздоравливай побыстрее и вливайся в наши ряды. Эдуард Труниту, что за мотор не вижу с красным колпаком. Это прибой у Игоря-то. Анна Беспалова. Здравствуйте, Геннадий Иван Григорьевич. Еще интереснее стало с вашими байками. Я думаю, что у вас здорово получится дуэтом спеть песню на вечерней зорьке у реки. Геннадий голос отличный, а Иван о крови должен быть пемчим. Очень понравилось, сколько вы наловили и как наловили. Очень хочется, чтобы вы всегда рыбачили вместе. Анна Беспалова. Знаешь, что я ответил ей? Иван не только красиво поет, но еще отлично играет на баяне. Выступает часто с украинским землячеством. Как-нибудь забацаем. Так что сегодня баян мы взяли. Вот он здесь, баян с собой. Не удивляйтесь. Вчера был День Республики, так что... 99 лет. Через Дня Республики. Сегодня вот баянчик мы взяли, как вам обещали. И вечерком этот баян будет играть по просторам нашей великой матушки реки Печора. Ну а пока давайте... Так, все, пятую часть закончили. Четвертая, третья, вторая и первая. Это, знаешь, если я все приветы буду читать, мы доедем как раз к вечеру до избы. Так что, друзья... Всем спасибо. Всем спасибо большое. Не обижайтесь, кого не прочитал в первых 4 частях. Там приветов, Ваня, было очень и очень много. Еще больше, чем здесь, чем только в 5-й части. Так что, всем огромный привет. Всем, как вы видите, Иван Григорьевичу я передал привет. И рвем, сколько успеем порыбачить. Время у нас уже 3:30. Нас ждет река, нас ждет Печора, нас ждет поклевки. Ну а вечером мы увидимся, конечно, за столом, возле костерка, возможно, выйдем на улицу и забацаем. Вечером будем, вчетвером будем. Да. Так как Игорь не поехал, и Леня тоже, будем вчетвером. Погнали. О, клюет. О, Ваня уже кто-то клюнул. Так, ну что, телефон убираем, интернет выключаем. Да. О, блин. День коми, значит коми песни будем. Друзья, не обижайтесь, просто начал, потому что у нас вот эта вышка пока видно, интернет есть. Буквально через 3,2 километра интернета уже не будет. Ну, с ветерком, что, мы далеко хоть отплыли, нет, немножко? Метров
200-то отплыли, наверное. 200, да. Так, нам ближе к берегу надо. Вон, утки вроде бы. А ружья нету. Они будут лететь на дом. Я не знаю, там что-то 4 точки вдоль берега. Точно утки. Вон утки. Ну ладно. Пусть живут, пусть жирок накуливают. Они сейчас Вон, на мелкоте тут вот они ниже, наверное, Вань. А? Ниже, наверное. Хочешь якорь кинуть? Короче, покупал в Ухте поводки. Тут, конечно, не ухтинский магазин виноват, это виноваты производители. Я не знаю, хотел поставить флюорокарбоновый поводок, а зажимы, вот то, что они трубками зажимают, все 4 поводка, хорошо, что на прочность проверил. Один за одним все повлетали. Вон сейчас поставлю. Как думаешь, белый лучше поставить поводок или этот? Или зеленый? Не знаю, зеленый. Как трава, да, что был? Да. Этот блестящий, наверное, будет видно, да? Нет? Да ладно, Да, господи, видно. Это не играет роль. Он не на поводок смотрит. Да. Будем тоже на это надеяться. Иван Григорьевич заметил стайку окуней. Вот окуня. Или я здесь все-таки были? Не, окунь. Видел, да? Да. На солнышке грелись, говорит, возле берега. Да. Рванули. Сегодня я хочу попробовать новые снасти. Очень. Сегодня я буду ловить на донбасские приманки. В тот раз мы неправильно что-то делали, слышишь, Иван? Делали неправильно, сейчас попробуем сделать правильно. Делайте правильно. Да. Тогда мы сразу на джиголовку цепляли вот эту резину. Да. А Сергей сказал, что надо на шарнирную. Надо джиголовку и крючок. Понял, да? Сейчас вот мы это так и сделаем, попробуем. Поставим джиголовочку и крючок. Сделаю, покажу, пока выключимся. Вон, Серега. Теперь, я думаю, сделал все правильно. Вот твоя чебурашка граненая. Мы убираем оттуда. Цепляем двойничок на стрекозу. Так. Двойничок. И пихаем обратно. Вот, вот так. Теперь все четко. Потому что тогда, когда мы на джиг-головку цепляли, Серега сказал, что нет такой игры. А так, смотри, видишь, шарнир получается. Ну да, да. И оно, говорит, играет. И он, а сюда не джиг-головка, а простой двойничок Да, ну, поставил. вот такие есть у нас в магазине. Я Вот. видел. Теперь будем пробовать. Двойник получается между вторым и третьим ребром. По идее, все сделал правильно. Ну-ка посмотрим игру. Так, в принципе, ее даже не видно, но посмотрим сейчас. Вот и первая наша рыба, вот такой вот подъязок. Я его забагрил воблером. Опа. Воблерком забагрил. Пробовал донбасскую приманку. Пробовал эту блесну. Поставил воблер. Все еще Опа. есть. Вот, блин, Брал, да? якорь может. Да скинь, тогда попробуем. Но вон тут кто-то пикник устраивал. Я еще ругаюсь на воблер. Достал новый воблер, заказывал с Алиэкспресса. Он вообще, короче, не играет. Кидаешь, а он его просто идет как то на спине, то так, то сяк. Он вообще не заглубляется. Не поймешь, под какой траекторией идет, вот он. А я то ли подошел, то ли что, я не знаю, откуда мы его... Я этого забагрил. Но факт остается фактом, то что он очутился на крючке. Был, я был, у меня еще брал. Клевал, да, у тебя? Да. Вернул, блин.
Сейчас попробую другую наживку какую-то. Это вообще играет хрен пойми как. Только успел выключить камеру, как сразу последовала Иван Григорьевичу поклевка на резину, да? Да. На резину, и вон такой же подъязок. В общем, попробую донбасскую резину сначала. Если не будет брать, то поставлю желтенькую. Он блин, играет, а не берет больше. Он Это, там, он это язи играют, да? А это Хариус. Нет, то есть тоже. Сейчас попробуем донбасскую личинку стрекозы. Опа, есть. Есть? Да. Оп, оп. Оп. У меня что-то было или... Нет, есть. Есть, работает, есть. Серега, сработала твоя донбасская Блин, он резина. 2 раза брал. Вот, взял язь меня. О, Серега. Все. Теперь я могу сказать тебе, на нашей Печоре твоя приманка тоже работает. Вот. Первый подъязок. Ой, хорошо взял, это хорошо. Взял, да? О, это хороший язык. Вот он, блин. Ну. Есть поклевка. Тихо. Он идет. Вася. Ушел. Ну елки-палки. Опа, у меня взят. О, Серега. Он. Второй язь. Так что все. По крайней мере, не знаю, как насчет окуня. Но подъязки твою приманку любят. Да. Так что Блин, тут косячок стоит. косячок, да, знают, куда идти, да, вставать на пикник-то? Да. Знает куда. Так, я на полставки. Опять отцеплятелем. Да. Так, ну-ка, у меня что? Удачно. О, есть поклевка, есть. Кто-то дергал. Раз, два, три, остановка. Раз, два, три, остановка. Раз, два, три, остановка. Есть, остановил. Раз. Не хочет. Что-то дергал вроде бы. Ну, опять? Подъязки как раз на консервы они хороши. Я автоклав-то мне пришел же ведь. Так что как раз сейчас этих подъязка, если получится, на консервы. Они хорошенькие, без костей. Без костей. О, видишь, плещется. Косячок тут стоит, да, походу. Вот. Там он далеко. Оп, есть. Подспустился. Он тут по всей длине, вот только мелковат, что, да, крупных нету. Да, вон там играет, как внизу. Крупный есть. А блесну не брал, да? Смотри. Да. Ты же кидал блесну, тоже не брал. Нет, не брал. Который вот ушел покрупнее был, губа не выдержала. Да. Была поклевка? Что, все что ли? Все что ли? О, нет. Или что это было? Не поймешь. А, я траву зацепил. Мы уже думали, вообще сегодня не клевый день, хотели уже пообедать. Догоняй. Что, не хочет? Не пойму, или кто-то останавливает, за хвост дергает, или что? За хвост дернул и замкнул это. Нет, трава. Так, ну что, не хотят они с нами дружить. Попробуем запретную снасть. Кораблик. Ну как, она раньше была запретная снасть. Теперь как бы разрешили. Главное, чтобы двигатель был выключенный. И не более 10 крючков. У меня на кораблике всего их 7. И то это не тройнички, а одинарные крючки. Нимфы, можно так сказать. Буквально вчера я их поменял. Раньше у меня до этого были тройнички самодельные тут. Повесил нимфы для пробы.
Посмотрим, будет что не будет. Правда, очень много мусора плывет на реке. Течение слабоватые. Кораблик у меня... Опа, есть. Что-то есть. Что-то у меня уже есть. Только перекинул на ту сторону. Саша с этой стороны. Хариус. Хариус. Вот который прыгает. Вот, опа, хороший хариус, смотри. Он какой замечательный экземпляр. Инцикаден. Сработало. Видишь, он туда вроде не прыгнул, а слева направо вот перевел, и сразу он в воде взял внутри, получается. Вот, уже мусор хапанул. Вот и харюскок сегодня на малосолочку. Время 5:30. На хариусе все и закончилось. Хариус, смотри, язи живые, хариус уже... Колыма. Чекирба, смотри, полкилошка как минимум есть. Нормальный, да. Хорошенький хариус. Ни одного окуня, ни поклевки, ни щуки. Видели еще 2 язей от лодки отошли, вот видел. Хотя вода уже мутная. Ни одной поклевки, я не знаю, что с ним, где окунь. Или опять то, что вода прибывает. Везет нас, нам с Иваном постоянно. Как мы едем на рыбалку, так вода и прибывает. Испробовал рачка донбасского, попробовал личинку стрекозы. Ужас, сейчас повесил свой желтый виброхвост, который тогда уже окуня работал. Думаю, ни хрена. Просто ни одной поклевки. Сплавились уже где-то около километра, наверное. Пока тихо. И никому нет. А вон там, походу, уточки гуляют. Смотри, сейчас летят. 2 утки, вон, 3. Видишь, переваливаются 3 утенка. По камням идут. Молодняк. Или это что, или кулики? Нет, кулики-то не переваливаются же. Утята, наверное. Да ты поздний. Вон, утят. видишь, нет? Поплыли, видишь, вон по воде. Она Утята, да, маленькие утята, 2 штуки. поздний. 2 утенка. Ну вот куда вот таких вот стрелять, а? Да, ты. Даже. Поэтому и ружье нельзя. Да, 2 утенка, вон проплыли, сейчас опять будут ковылять по камням. Блин, эта камера, наверное, не видит. Вот сейчас. На конце второй гряды вот вышли поверх. Ну, по реке уже плывут 2 утенка. Сейчас достану ту камеру, попробую показать. Так, вот. Сейчас мы на этой камере попробуем приблизить. О, еще и полетели. Ага, утенок. Они и летать, оказывается, умеют. Смотри, достал камеру, и они полетели. Просто они нас не боятся. Вот тебе и утята. Хлопунцы. Да. Ну, очень маленькие. Так, а у нас пока не клюет. Время 33 минуты 6. Тишина. Ну, нам не привыкать. Да. У нас часто было тогда тихо-тихо, потом, ну как, бам-бам. Будем надеяться на вечерний бам-бам. Пару Потом часиков. нас рыба сама ищет уже. Да. Не хочет, не надо, сама виновата. Пусть спит голодная. Да. Мы хотели его покормить. Не получается. Ох ты. Солнышко садится. Красота, вообще погода. Но говорят, завтра уже все. Будет конец лета. Сегодня последний погожий денек, наверное. Только сделали включение на ту камеру, поснимали уток, вот 33 минуты, сейчас 34. И сразу же последовала поклевка возле берега на желтую резину. Клюнул язь. Даже, можно сказать, это уже не подъязь, это, можно сказать, уже язь, полкилошка где-то. Вытащил в нагляк и сорвался прямо в лодке. И все, и один только. Он не мог быть один.
Там должно быть кинуться. Но что-то остальные не захотели. Почему-то. Почему-то. Тем временем мы приближаемся к более-менее глубоким местам. Здесь вот он плесканулась рыба какая-то. Сейчас попробую. Надо было туда и варкнуть. Так. Ну, чуть-чуть не дотянул. Чуточку я не дотянул. Это, наверное, не знаю, что было. Хариус, вон выше. Хариус или Язя, не знаю. Опять плесканулся. Это товарищ у этого есть. Он за ним шел. Этот Может быть, на может. торчке, а тот рядом шел. А тот на торчке. На торчке, и, блин, Один на крючке, другой на торчке. и друг друга догоняли. Друг, ты куда? Ты куда? Пошли сюда, я тогда есть сюда. Да пошел ты, блин. Я уже наелся. Да. Видишь, щука. Язь. От этого не сорвется. Тихо. На камеру поймал. Всё. Ага, не сорвется. Он на последнем, он уже на капельке губы уже висел. Ох, блин. Но, видать, был наш. Да, судьба. Слышь. Это же все судьба. Хотел я взять сачок, у меня нормально всегда. Так, сачок этот хороший, только надо ручку поставить, да и все. Ладно. Без сачка-то язи будут губу рвать. Смотри, язь, да? А тогда вообще язя не было, да, считай? Вот. Вон, друзья. Мы только что поговорили, что нету окуней. И буквально сначала один, и пока включалась камера, сразу была вторая поклевка. Вторая поклевка была опять на вертикальную проводку. Иван, якорь закинул, да? Да. И сейчас Будем. я тоже хочу на вертикальную проводку. Сейчас проверим. Вот сколько мы сплавились? Километра 2 где-то, да? Ни одного окуня. Ни одного окуня, ни одной поклевки не было. Вот Яськов что подергали, один хариус был. И вот сейчас буквально один за одним сразу две было поклевки. Вон, смотри, какой язь это плесканулся. О, блин, надо. Что-то крупное. Да, надо. Это похоже на язя, не окунь же ведь. Да, ну кинь туда. Ваня, и удочку приподними. Вон, и опять. Это сиг, наверное, Вань. Ой, блин. Это, наверное, сиг. Или окунь. Я не знаю кто, но кто-то здесь есть. На ямке. На ямке, да. Якорь бросили, я думаю, сильно не испугали. Ну, я упустил. Сейчас думаю, Держит, да? конечно, тут ямочка. Вот мы с отцом где-то здесь и ловили. Глубина большая, наверное, задевать. Нет, есть. Вон. Вот он полосатик. Аккуратнее, меня камеру. Ну-ка, вертикальная проводка. Оп, у меня был удар. И у меня вертикально. Тоже. Так что место мы нашли все-таки полосатых, которые прятались. Сколько проплыли, они даже ни один себя не показал. Вон и Ваня второй окунь. 2-2. Нашли мы окуневую ямку. Смотри, как далеко от берега, да, получается? В ямке он собрался. Так. Ну-ка, сейчас вот мы здесь и попробуем донбасскую приманку. На Донбассе окуней тоже много.